Уважаемые родители, выпускные школьные экзамены ребенка – непростое испытание для семьи. Это событие может вызывать много чувств, как негативных, так и позитивных, много тревоги, много вопросов. Успешная сдача экзамена всегда требует много усилий при подготовке учебного материала, а положительный эмоциональный настрой, уверенность в собственных силах, умение находить и использовать ресурсы, в том числе и личностные, вносят существенный вклад в результаты ОГЭ, ЕГЭ. Исследования показывают, что экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди многих причин, вызывающих психическое напряжение у школьников. Наиболее подвержены стрессу школьники с ослабленным здоровьем, а особенно страдающие хроническими заболеваниями, либо имеющие отклонения от нормы в нервном и психическом плане. Имеет значение также и тип темперамента и степень его социальной адаптации. В группу риска входят подростки с низким уровнем самооценки, поэтому стресс может подкосить не только тех, кто плохо успевает, но и, казалось бы, вполне благополучных детей с хорошей подготовкой и высоким чувством ответственности. Независимо от характера и успеваемости, дети оказываются в стрессовом состоянии из-за повышенной тревожности, которая отмечается у подавляющего количества современных школьников и студентов. Откуда берется экзаменационный стресс? Причин несколько. Подготовка к экзамену связана с большим напряжением организма. Интенсивная умственная деятельность, нарушение режима отдыха и сна, эмоциональные переживания. Школьник в повседневной жизни нередко испытывает некое психологическое давление со стороны школы и родителей. Например, до конца урока осталось 15 минут. После звонка работы не принимаю. Смотри, не подведи нас. Или мы в твои годы. А в период сдачи экзаменов это давление только усиливается. Стремясь соответствовать ожиданиям взрослых, школьник находится в постоянном опасении оказаться неуспешным. Отсутствие на ЕГЭ знакомых педагогов, поддержки и привычной ситуации, ощущение одиночества и незащищенности только усиливают стрессовое состояние выпускника. Таким образом, основные задачи родителей в период подготовки и сдачи ЕГЭ – сохранить здоровье ребенка, снизить стресс, обеспечить дома комфортные условия и оказать поддержку в выборе профессии с учетом результатов экзаменов. Важно поддерживать положительную установку на реальность преодоления экзамена. Мотивация на успех стимулирует гораздо больше, чем мотивация на избежание неудачи. А для более затруднительных случаев мы подготовили для вас следующие стратегии. Тревожные дети. Краткая психологическая характеристика. Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с определенным эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде. Каким образом можно распознать тревожного ребенка? Эти дети часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют написанное, причем это может и не вести к существенному улучшению качества работы. При устном ответе они, как правило, пристально наблюдают за реакциями взрослого. Они обычно задают множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают учителя, проверяя, правильно ли они его поняли. Тревожные дети при выполнении индивидуального задания обычно просят учителя посмотреть, правильно ли они сделали. Они часто грызут ручки, теребят пальцы или волосы. Основные трудности. Ситуация экзамена вообще сложна для тревожных детей, потому что она по природе своей оценочная. Наиболее трудной стороной ЕГЭ для тревожного ребенка является отсутствие эмоционального контакта с взрослым. Стратегии поддержки. На этапе подготовки для тревожных детей особенно важно создание ситуации эмоционального комфорта. Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное повышение тревоги у детей этой категории приводит только к дезорганизации их деятельности. Задача взрослого – создание ситуации успеха, поощрение, поддержка.
В этом огромную роль играют поддерживающие высказывания. Например, «Я уверен, что ты справишься. Ты так хорошо справился с контрольной по физике». Во время проведения экзамена очень важно обеспечить тревожным детям ощущение эмоциональной поддержки. Это можно сделать различными невербальными способами. Например, посмотреть, улыбнуться. Тем самым взрослый как бы говорит ребенку: «Я здесь, я с тобой, ты не один». Если ребенок обращается за помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?», лучше всего, не вникая в содержание написанного, убедительно сказать: «Я уверен, что ты все делаешь правильно, и у тебя все получится». Дети, испытывающие недостаток произвольности и самоорганизации. Краткая психологическая характеристика. Обычно этих детей характеризуют как невнимательных, рассеянных. Как показывает практика, у них очень редко имеет место истинное нарушение внимания. Гораздо чаще невнимательные дети – это дети с низким уровнем произвольности. У них сформированы все психические функции, необходимые для того, чтобы быть внимательными, но общий уровень организации деятельности очень низкий. У таких детей часто неустойчивая работоспособность, им присущи частые колебания темпа деятельности. Основные трудности. ЕГЭ требует очень высокой организованности деятельности. Непроизвольные дети при общем высоком уровне познавательного развития и вполне достаточном объеме знаний могут нерационально использовать отведенное время. Стратегии поддержки. На этапе подготовки психические функции формируются через наличие внешних опор. Поэтому на этапе подготовки очень важно научить ребенка использовать для саморегуляции деятельности различные материальные средства. Такими средствами могут стать песочные часы, отмеряющие время, нужное для выполнения задания, составление списка необходимых дел и их вычеркивание по мере выполнения, линейка, указывающая на нужную строчку. Бесполезно призывать таких детей быть внимательнее, поскольку это им недоступно. Во время экзамена таким детям требуется помощь в самоорганизации. Это можно сделать с помощью направляющих вопросов. «Ты как?», «Ты сейчас что делаешь?». Возможно также использование внешних опор. Например, ребенок может составить план своей деятельности и зачеркивать пункты или класть линейку на то задание, которое он сейчас выполняет. Важно, чтобы ребенок научился использовать эти опоры на предварительном этапе, иначе на экзамене это отнимет у него слишком много сил и времени. Гипертимные дети. Краткая психологическая характеристика. Гипертимные дети обычно быстрые, энергичные, активные. У них высокий темп деятельности, они импульсивны и порой не сдержаны. Они быстро выполняют задания, но зачастую делают это небрежно, не проверяют себя и не видят собственных ошибок. Такие дети склонны пренебрегать точностью и аккуратностью во имя скорости и результативности. Гипертимные дети испытывают затруднения в ходе работы, требующие высокой тщательности, собранности и аккуратности, зато прекрасно справляются с заданиями, требующими высокой мобильности и переключаемости. Особенностью этой категории детей часто является также невысокая значимость учебных достижений, сниженная учебная мотивация. Основные трудности. Процедура ЕГЭ требует высокой собранности, концентрации внимания, тщательности и аккуратности, а эти качества обычно являются слабым местом гипертимных детей. С другой стороны, они, как правило, обладают хорошей переключаемостью, что помогает им справиться с заданиями. Стратегии поддержки. На этапе подготовки очень важно не пытаться изменить темп деятельности, особенно с помощью инструкций, например, «не торопись». Они все равно будут работать в том темпе, в котором ему комфортно. Необходимо развивать у таких детей функцию контроля, то есть навыки самопроверки. По завершении работы найти ошибки, самостоятельно проверить результаты выполнения задания. Основной принцип, которым нужно руководствоваться гипертимным детям – «сделал, проверь». Кроме того, необходимо создать у таких детей ощущение важности ситуации экзамена. Это именно тот случай, когда нужно со всей серьезностью разъяснить, какое огромное значение имеют результаты ЕГЭ. Во время экзамена гипертимным детям нужно мягко и ненавязчиво напоминать о необходимости самоконтроля. Ты проверяешь то, что ты делаешь? Кроме того, их лучше посадить в классе так, чтобы их возможности с кем-то общаться были минимальны. За 3 месяца до экзаменов.
Первое, что важно помнить, любой экзамен – это прежде всего одна из многих жизненных задач, у которых точно есть решение. Когда вы думаете, что недостаточно хорошо подготовились, то знайте, 80% сдающих экзамен вместе с вами думают так же. Волноваться перед экзаменом – это нормально. Иногда полезно узнать, как проходит экзамен у тех, кто его уже сдал. При этом старайтесь сосредоточиться на объективных фактах, процедуре, содержании задания. Помните, что экзамен может вызывать у каждого человека разные эмоции, чувства и переживания. Опирайтесь только на свой опыт. Не меняйте свой режим жизни кардинально перед экзаменом. Привычные действия и обстановка помогут вам сосредоточить силы на достижении конкретного результата успешной сдачи экзамена. Для многих экзамен является стрессовым событием. Постарайтесь представить мысленно место, где вы чувствуете себя комфортно, спокойно и безопасно. Это могут быть совершенно разные места. Уютный теплый дом, берег моря, компания хороших друзей. Воспоминание об этом месте поможет вам справиться с волнением в ситуации экзамена. В большинстве случаев экзамен воспринимается как что-то чуждое, придуманное взрослыми, как принудительная процедура. И иногда это может вызывать чувство бессилия, беспомощности или злости. Но с другой стороны, попробуйте отнестись к этому событию как к крутому апгрейду ваших способностей и возможностей к переходу на новый уровень. И мы знаем, у вас все получится. Мы в вас верим.